Ацկուրի զոկունդատակ օրգանիկ ուլդուարդը կարումաբոքս ռոցեդստը տարխունդունուն քստը սիստեմը խոակ զոկունը պրոյեկտը վեցնեմացը կոնստիտուցիոն զոկատտադար Parlamentă sesii bunfat kfildar barsay kundududunay Parlamentă sardar markhitalan sesii bunfat ksvidor kanen rastaje bonusonkuto tarxundatta khas barskostan roxaska zokattrost kayu anamang Zokundindan zokundatna de mabnatu khadrazamnat fadl Parlamentun komiteti sardar besat zita fitsagrad yakaligata khustar 12 tavaldar tarxundun fadl konstitutsiyon zokune proyektma Boxastavdam kortnu Zinot Кацета бандовдысты тархундунун қыттакта эвзорын амаса бокусты процесстыл эвартзогырда. Конституционный закон о Верховном суде представлен со всеми сопроводительными документами. Как мы знаем, это проекты, которые ранее рассматривались еще предыдущим созывом, перешли по наследству новому созыву 8-му. Комитет рассмотрел, провел 5 заседаний комитета, помимо еще и рабочие заседания, рабочие встречи. Вы все знаете, что 2 законопроекта, ныне уже законы, были приняты до депутатских каникул, именно по той инициативе, которую проявил Верховный суд. Другие 5 вопросов остались без рассмотрения, потому что Верховный суд отозвал по тем вопросам, которые у нас не нашли поддержки. Да, в нашем лице это те вопросы, которые вызывали сомнения, в частности по финансовым вопросам. Законопроект был отозван. Вместе с комитетом проработаны, внесены изменения, привлечена администрация президента в частности. Все проработано и представлено в новом виде. Хочу сказать, что законопроект о Верховном суде, он предусматривает возможность, что не было в действующей редакции, потому что это было упущением. Нынешняя редакция определяет подсудность Верховного суда не только по административным делам, но и еще также рассматривает в качестве суда первой инстанции отдельные уголовные и гражданские дела. Законопроект предлагает также предусмотреть возможность формирования председателем Верховного суда судебных составов Президиума Верховного суда. Я хочу сакцентировать на это внимание. Из-за того, что один и тот же состав не может рассматривать вопросы, подсудные Верховному суду, была некая проблема с рассмотрением, поэтому некоторые вопросы не рассматривались. Одни и те же судьи не могут рассматривать одно и то же дело повторично. Эта проблема стояла перед Верховным судом, поэтому они сегодня эту инициативу проявили. Сейчас есть такая возможность участия самого председателя Верховного суда, его заместителей, и уже формирование Президиума Верховного суда будет под председательством самого председателя Верховного суда. Это правильно, потому что волокита, которая была с рассмотрением, она, конечно же, неблагоприятно сказывается на всех гражданах. Это хорошая норма, я считаю, что она имеет место быть и необходимо ее, конечно же, внести. Ну и данное дополнение, конечно, необходимо внести в часть 5 статьи 5 Конституционного закона о Верховном суде, чтобы исключить часто возникающие на практике ситуацию, когда дела, переданные на рассмотрение Президиума Верховного суда, остаются нерассмотренными. Спасибо за такую инициативу. Я считаю, что Верховный суд вовремя среагировал и меняет процесс рассмотрения тех вопросов, которые находятся в подсудности. Также предлагается нововведение, это возможность формирования судебного состава Президиума Верховного суда из числа судей Верховного суда, входящих в состав Президиума Верховного суда. Надо отметить, что в соответствии с нормами действующего конституционного закона о Верховном суде в состав Верховного суда помимо Президиума Верховного суда Республики Южная Осетия входят кассационная коллегия Верховного суда, судебная коллегия по гражданским и административным делам, судебная коллегия по уголовным и военным делам, судебная коллегия по экономическим спорам именно Верховного суда Республики Южная Осетия. Отмечу, что все сопроводительные документы представлены законопроекту. Финансово-экономическое обоснование дано также, оно не требует, этот законопроект не требует никаких финансовых затрат. Та норма, которая предусматривала финансирование, она исключена с этого проекта, поэтому сегодня он в новой редакции. Необходимо его принять для того, чтобы более эффективно судебные органы работали в своей сфере.
Frakciógon Iristun Serdar Bibiltalcamez با خاطر کوسگون کورد سارازن اما یو خاطر کسن سیسی مراخسکه ترخوندونون زاگتم تمایسم سومبون форсата мол взаразага. Проекты были разосланы, все депутаты имели возможность изучить, представить свои замечания, но мы все, как мы все знаем, мы в свое время не участвовали в работе парламента, и мы как бы вот этот момент пропустили. У меня предложение, просто мы вот в своем предложении тоже указали, что мы предлагаем создать рабочую группу и доработать еще, чтобы просто فرصة مول ایتخه مادون ندار ندار پوزیشنش ندار اپوزیشنش آدون است نه اوشی فرصت هم مثلی ما خودمون ایتل کنه بعد مثلا کنه مخصل просто на суспевать куда مثلا куда там назоми чё не это уже комитет решений рохосто что это уже хасинч на обсуждение парламента а ایتخه курагда манам на фракцию мы как гаранис вот надо нашу рабочую группу сороза مثلا богуса. Хочу отметить, что никогда в практике парламента за последнее время не было рассмотрения проектов на таких заседаниях, как это мы сегодня практикуем. Хочу отметить, что помимо комитетов мы проводим рабочие встречи системно по любому запросу любого депутата. Приглашаем Верховный суд, надзорные органы, МВД, прокуратуру. У вас была возможность представить рабочие обстановки за этот период. Полгода прошло с того, как 8-й созыв начал работать. Это раз. Во-вторых, я приняла предложение, Петр Разович, ваше на комитете, изучила его, направила его в Верховный суд, заполучила ответ Верховного суда, все проработали. Такого не бывает, чтобы мы не среагировали на обращение депутатов. Parlamenti Serdar Roxas Tolvar Zurgebon Sangutta Komiteti Robotu Trastajidi Zardikok stadiatama punkta. Sodakkoi Bokus Кейцедесте. Исын Анаманкак Хотсакта Хицодерд Гейдер. Вашим словом добавлю, что в принципе даже на первом этапе уже в ходе работы парламента 8-го созыва при рассмотрении указанных законопроектов к ним были вопросы, возникали вопросы, в том числе по финансовому обеспечению ряда статей этого закона. Поэтому, как правильно было отмечено, безусловно, никто из нас не приемлет того, что законопроект у нас проходил в каком-то сыром виде, чтобы на него не было необходимых заключений, сопроводительных документов. В данном случае речь шла и о финансовом заключении правительства Республики Южная Осетия. Поэтому с учетом вот этого всего законопроект был проработан. Даже значит, после рассмотрения на первых двух комитетах, насколько я помню, Верховный суд отзывал эти законопроекты с тем, чтобы доработать, учесть те замечания, которые были высказаны парламентом, обозначены парламентом Республики Южная Осетия. И затем уже пакет законопроектов он был представлен заново, был рассмотрен опять же на 2 или 3 заседаниях комитетов. Վլդարբարս խալաստայ վալդար թարխունդուն ֆադլ կոնստիտուցիոն զակոնը պրոյեկտի ստրցե։ Ռեսպուբլիկա խուսար իրստուն թարխունգանջը ստատուսը ֆադլ զակոնը պրոյեկտ ունոֆե ռադունդիմը։ Սերոգնուգդինոտ FTACT դեկլարացիի բովդստը նուրմը։ Պատ թարխումա արգումը մացաստուն գազագը։ Ոցդուման խաս ցաուձան կուխտորյակ կանջտամ։ К этому законопроекту у нас было много замечаний, в частности финансовые вопросы, которые вызывали сомнения и отсутствие финансового заключения, как я уже сакцентировала внимание, но проработали, доработали и представили в новом виде. Хочу отметить, что этот законопроект направлен прежде всего на приведение наших законов в судебной сфере именно к российскому законодательству. И также впервые в законопроекте раскрывается понятие конфликта интересов, личная заинтересованность судей и так далее. Вводятся новые дисциплинарные изыскания для судей. Является обязательным требованием представления декларации о доходах не только судей, но и его и супруги или супруги и несовершеннолетних детей. То есть новые требования, которые представлены в этом законе, они необходимы, они нужны, как я уже сакцентировала. Очень важно, чтобы сегодня деятельность, работа государственных чиновников прослеживалась в полном объеме. Конечно же, декларация о доходах надо представлять. Надо быть прозрачным, открытым, это в отношении депутатов и министров, независимо от того, какой чиновник, вы должны показывать свою работу и свои расходы и доходы
стыковать именно с учетом с ваших доходов. Поэтому такая необходимая норма. Мне очень хочется, чтобы контроль за этим осуществляли соответствующие органы должным образом. Поэтому я считаю ее нужной, необходимой, что она сегодня отражена в соответствующем законе. Надо отметить, что все, что сегодня осталось, именно связано льготами и гарантиями, это то, что до сегодняшнего дня достаточно хорошо регулировалось в действующей редакции. Но до сих пор это действующая редакция и указами президента после принятия закона о государственной гражданской службе президентом нашего государства в предыдущих периодах были приняты указы, различные надбавки, гарантии и так далее определенных категорий государственных служащих. Поэтому все в норме, все стыкуется, никакого финансового дополнительной нагрузки этот закон за собой не влечет. Я прошу коллег одобрить данный закон и принять решение по нему сегодня на сессии. Lgota ma garantit hat es dort ta zakone evzaren kennen tiumjak fars. Bire akak професситаис кацета абунунг цаскумчина хаст kennen сахаста. В этом законопроекте мы увидели, что судьям будут засчитывать стаж с 2004 года по 2008 год за 3. У меня большой вопрос, почему судьям, а почему не учителям, почему не врачам, почему не сотрудникам комбината благоустройства? Мы все помним, что они каждое утро чистили наш город с 2004-го. Я не понимаю, у них было казарменное положение или усиление службы, что именно их мы должны сегодня выделить и дать им стаж работы год за 3. Я думаю, что это неправильно, потому что намного рискованнее работали наши учителя, наши врачи и наши сотрудники жилкомхоза города Скинва. Спасибо, Василий Ильич, за ваш вопрос. Это только надо. Такой же вопрос был и у меня, когда мы проводили заседание комитета, и не только в отношении врачей, но и всех госслужащих. Но нам достаточно хорошо пояснил председатель Верховного суда. У меня есть заключение, финансовое заключение на то, что есть возможность выделить тем лицам, которые работали в тот трудный период. Их несколько человек. Вы увидели ту таблицу, которая также приложена к соответствующему законопроекту. Я считаю, что мы можем это сделать, тем более при наличии финансового заключения. Почему, тоже объясню, я думаю, председатель Верховного суда тоже даст свое объяснение на этот счет. Эти люди проработали в тот период, и, конечно, их несколько человек. Из них многие уже не работают в сфере судебных органов, но для того, чтобы стаж работы у них был достаточно в этой сфере, им надо помочь. Действительно, отработали люди в тяжелое время, сумма не такая большая в год. Я считаю, что мы можем начать с малого и перейти уже под нашим возможностям в те сферы, где требуется больше финансирования. Республика Растефандоголцы профессии минаверталаудесте ведун юмиогесте кадема кустарда как банасангута парламенте Сардар Маргиталан. Фидане перспективе Республика овартамгаска ведун форсмадар эркасен. Республика яфеджа бахшах ташерастаге родита шамай сариборжино туха карума бахаджа евадерма обуниум жичидариттер курса чидариттер шарема жшорви удуниулдарст пайтарта кадур ნანოვახტვი სადასტანა ოქოსტვი საბოშო სისავისოროსტვი ფალემანაკო ზოხტო ობურვო მოშურამ სუდე ზოგადად ხაირანა სუდ უშირი წოდივოი ნაროხსტის სტოჟიმა და რუბოსტ შანეცენ კამანდათ ნაფოკუტო შერასტაკ ფაკუსტვი შერასტაკ შანაი სა პენსიოთა და ოფო ისოი მამა იუნ ხოზარჯიდან კეზარანა კავა ფარასტა რუბოსტოლში და ერან ოშო льготные исчисления кашеудженис на модершедиса на шава порядка 200 тысяч рублей в год. Годовая нагрузка на бюджет дополнительная. Поэтому, безусловно, мы тоже поддерживаем то, что практически все направления жизнедеятельности республики, начиная социальная сфера, это и врачи, учителя, как вы сказали, работники благоустройства, работники хлебокомбината и так далее, можно перечислять до бесконечности, они все этого заслуживают. Но сегодня мы пока отталкиваемся от тех возможностей, которые есть сегодня, мы пока рассматриваем законы по суду.
Ացուֆարաստավալամ խոսվիտուն տանիստ, ուի խաու կստը ստաժամա պենսի բարձմա, կամալավարցան ծոցել գուտաթավը դունստը ացտավկայուավակ ըխսաս թարխունգանաջը։ Աուշաստը չիֆակստը ուշադամը տավրոխիշանքանն յում մապոդը մյոլ խոտտեր ժուրն բոյդան մեն ֆոդոտիզմն հինովն դերը ժուրն մա այդող սուդոտել mənə fəndəzəxən. Mənə kaytaranı modda deputat. I al kaymədarsa urozu uşadamı qabroxişənkən. Çi nəni vaxta yaristun. Yevat ham çicikusta. Genel avgetsən tav al kaymədarsazı. Hay tavdi mox qutduğum mox öz job kanın mənə şesfiradan. С этим вопросом, вот, Алан Сергеевич, который поднял, мы тоже выступали на комитете, в котором мы присутствовали, Зита Григорьевна. И, как мы поняли, с такой инициативой должно выходить, если речь идет о учителях, да, и о врачах, скорее всего, да, соответствующие ведомства, да. И мы очень надеемся, что будет такое вот решение, они тоже выйдут с таким же вопросом о том, чтобы учителям и врачам тоже включить это в стаж этих годов. Я тоже абсолютно согласен. Но у меня вот какой вопрос, который я тоже задавал на комитете. Помните, мы говорили о возрастном цензе, Зита Григорьевна. Я все-таки думаю, если мы унифицируем свое законодательство с Россией, то я вам говорил, да, сколько и во сколько лет может стать судья Верховного суда, ну, конституционного у нас нет. И мне кажется, у нас вот большое расхождение. Я считаю, что в 25 лет занимать должность судьи арбитражного суда, в 30 лет Верховного суда, да? Да. Да. Ну, как-то, если мы говорим с Россией, то там выше на 5 лет. И соответствующий арбитражный, верховный и конституционный. Просто, вы помните, мы говорили об опыте работы, я не думаю, что 20... Хотя, кто его знает, да, возможно, есть такие исключения. В 25 лет уже может быть человек судьей арбитражного суда и городского суда. Может быть, поднять это и приравнять его к российскому. Я отвечу, да, потом дополните. Тимур Валерьевич, вы действительно задали этот вопрос, и на комитете я вам тоже ответила по этому вопросу. Согласна с вами в какой-то степени. Я считаю, что должен быть соответствующий опыт, и не только в сфере судебных органов, но и в других направлениях. Я вижу, что еще, как говорится, молодо-зелено приходят, недостаточно понимают и жизнь, и ориентируются в той сфере, где они работают. Поэтому, конечно, я вижу необходимость зачастую в поднятии нижней планки ценза во многих сферах. Но отмечу, как я уже отметила вам на заседании комитета, сегодня это определяет Конституция. Нам надо готовить тогда внесение изменений в Конституцию соответствующее, да, и уже выходить с данной инициативой. Это можно рассмотреть, я не вижу в этом загвоздки, и возможность рассмотрения, изучения этого вопроса совместно и с судебными органами, и с администрацией президента, наверное, имеет место быть в дальнейшем, когда будет создана, вот как мы уже говорили, та конституционная комиссия при президенте Алане Эдуардовиче, уже при нашем, конечно же. Законы проект Филдар Каластаерцет ист. Erta engaz zakone projekten dar bovdes kundercet anaman qak finansun ekonomikun khatsakta ama Fildar qalastay udunda rajtu parlamentarite razzinat 80 و Россия Федерации уголовун процессуалун кодекси архайт و Россия Федерации административун тархундунун архайт ama و Россия Федерации административун тархундунун кодекс архайт на республикая территориал. На парламент кайрайсто хамцолдар вогавардандар сарайстом год кайфацию магаскан модерцедесте растакцедал. Сегодня закон о ведении действий УПК, КПК и КАС есть необходимость, которую выступает сам комитет, то есть с инициативой об отмене тех постановлений, которые ранее вводили в действие предыдущие УПК, предыдущие кодексы УПК, КПК и КАС. И поэтому я зачитаю, что необходимо, а мы уже потом проголосуем. Прежде всего, комитет выступает с инициативой об приостановлении действия постановлений парламента Республики Южная Осетия от 02.10.2002 года о действии уголовно-процессуального законодательства на территории Республики Южная Осетия. Второе постановление парламента от 10.10.2007 года о действии Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территории Республики Южная Осетия. Третье постановление парламента Республики Южная Осетия о действии Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на территории Республики Южная Осетия. Четвертое постановление парламента Республики Южная Осетия от 20.02.2017 года о действии Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации на территории
территории Республики Южная Осетия. Դորտար գեներալուն պրոկուրատուրայի խղդուն դակլա դուամին դուեներտեկագա մոզան։ Պարլամենտը սարդարվեց սոխարիվեք բեսատը զիտակ ու դբանեսան գուտա ու մագասկա, ոքանգա կուստը խղդուն դակլատտամ խուսեն բիրաբարսայ աղասկանը կուստը ғատ խուզդարքանն, ամա ամկուս կաննոդը ըմվազոդու լալամա խացնան։ Գեներալուն պրոկուրորը խղդուն դակլա դեպուտատուն կորպուսանուեց սարազու մագասկա գեներալուն պրոկուրոր ակցին սվարտո սարակ բարակկանանտել աբորս սարաստա իվղոդիմա ֆեդրական զինոդը դինամիկա ամա ֆեդրական տար օֆալ ղավնեմ վազատ սոսխիցան զինոդ դատտենց դուամին դունդկագամ ազիմա ուդունան Динамика преступности отмечался в 2023 году рост уровня преступности на 27,4% или на 37 единиц, 135 преступлений, против 98 в сравнении с 2022 годом. Раскрыто 110 преступлений, а в аналогичном периоде 2022 года раскрыто всего лишь 70. Процент раскрываемости повысился на 81,4%, в том числе и процент раскрываемости тяжких видов преступлений. На 15 единиц или на 25,4% зарегистрировано больше тяжких видов преступлений. Это 59 на 44 было в 2022 году. Допущен рост следующих преступлений, то есть это убийство 4 единицы, 6 в 2023 году, в 2022 году было 2. Насильственные действия сексуального характера были 1 единица, в 2022 году их не было. Мошенничество на 1 единицу, в 2022 году было 12, в 2023 13. Кражи увеличились у нас на 1 единицу, в 2022 году у нас было 22, 23, в 2023 году уничтожение или повреждение имущества по неосторожности на 1 единицу. Применение насилия в отношении представителя власти остались одинаковыми. Незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт наркотических средств 11 единиц. Умышленное причинение легкого вреда здоровью на 5 единиц, это 6. Пересечение государственной границы на 10 единиц, то есть в 2022 году незаконное пересечение отмечалось 3 раза, в 2023 10 раз, но они пресекались. Присвоение и растрата на 5 единиц, 9 единиц было в 2023 году, 2 единицы у нас в 2022 году. Злоупотребление полномочиями на 1 единицу. Превышение должностных полномочий на 3 единицы, то есть 5 дел было у нас зарегистрировано в 2023 году, 2 дела в 2022 году. Небрежное хранение огнестрельного оружия увеличилось на 1 единицу. 0 было в 2022, 1 единица у нас в 2023. Контрабанда то же самое. Контрабанда у нас отмечалась 0 в 2022, 1 единица в 2023. Сократилось количество преступлений по определенным статьям. У нас сокращение идет по разбоям. 2 единицы, 2 разбоя у нас было в 2022 году, 0 разбоев у нас в 2023. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, 2 единицы у нас было в 2022, 1 единица в 2023. Хулиганство это сокращено на 3 единицы, то есть 4 факта было зарегистрировано в 2022 и, соответственно, 1 факт хулиганства был зарегистрирован в 2023. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение оружия. 7 фактов было в 2022, 3 факта в 2023. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью тоже сокращено на 1 единицу, 2 факта было зарегистрировано в 2022, в 2023 году 1 факт. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности в 2023 году не было вообще. То есть контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий у нас в 2022 году было зарегистрировано 1 происшествие, 1 факт. В 2023 году 0. Неуплата средств на содержание, да, по алиментам то же самое. 1 факт был зарегистрирован в 2022 году, 0 в 2023. Хищение либо вымогательство оружия. В 2022 году у нас было 3 факта зарегистрировано, 0 у нас в 2023. На стабильном уровне оставались умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство, нарушение неприкосновенности жилища. Deputatun kurbusırdagay binotwet forsetan valdoy dar khitsan qotak defadil fadis koranama falghan kosete proceset defadil kuder vilkhot toftavn sawaqustor mahassam цебертай форс цуаппе форматом. Уважаемый Григорий Гурамович, мы ценим работу и труд органов прокуратуры, но в докладе мы не услышали отдельно вопрос, имело место ли превышение или
злоупотребления должностными полномочиями. Если были такие случаи, то хотелось бы узнать, какие меры было предпринято, что было предпринято и какие итоги этого решения. При злоупотреблении должностными полномочиями, то есть количество возбужденных уголовных дел в 2023 году, оно в значительной части повлияло на статистику. В 2023 году очень много уголовных дел возбудили именно по этой категории, то есть присвоение по должностным преступлениям, я имею в виду, присвоение, растрата, злоупотребление, превышение должностных полномочий. И вот это все, оно и явилось, если не основным, то одним из основных факторов, повлиявших на цифру и увеличение, так сказать, уголовных количество преступлений. Я вот сейчас в том числе услышал, что по экономическим преступлениям, связанным с коррупцией, было возвращено более 30 миллионов рублей. Вот скажите, наши избиратели в том числе и граждане в средствах массовой информации часто упоминают и говорят о тех средствах, которые были неэффективно использованы, и коррупционная составляющая была там на несколько сот даже миллионов рублей. И в прошлом, и в позапрошлом году. И это часто муссируется, в различных интернет-ресурсах. И эти уголовные дела были возбуждены, в том числе в прокуратуре, я знаю. Скажите, вот какое-нибудь дело было ли доведено до конца, и кто понес ответственность, и в конце концов мы кого-нибудь из тех лиц, которые, скажем, неэффективно растратили казенные государственные деньги, посадили, и кто-нибудь понес наказание за хищение таких огромных средств? Это первый вопрос. И второй, вот мы сейчас приняли до этого закон УПК и гражданский, и мы, помните, на комитете говорили, планируется ли у нас создание, выработка своего собственного УПК. Просто это уже вопрос наболевший. Мы, значит, если изменения в России произойдут еще через год, мы опять будем принимать поправки, опять будем все-таки унифицировать под российское законодательство. Есть такие примеры, как вы знаете, в Абхазской республике есть свое собственное законодательство. Мы планируем ли в будущем разрабатывать и создавать свои собственные законы, которые бы вы могли применять уже сами на практике? Спасибо. Вот эти 37 миллионов озвученные, которые были в ходе доклада возмещены, они все были возмещены в рамках уголовных дел, возбужденных на непосредственно определенных должностных лиц или подрядных организаций, которые допустили нарушение законов в Южной Осетии при выполнении определенных видов работ. На сегодняшний день у нас есть ряд уголовных дел, которые близятся к завершению. Я в ходе доклада озвучивал сложность расследования хозяйственных дел, связанных непосредственно с проведением экспертиз как бухгалтер. То есть для расследования хозяйственного дела необходимо всего лишь два документа, там по большому счету свидетели не нужны. Необходима бухгалтерская экспертиза, которая исследует документы, и необходима строительно-техническая экспертиза, которая непосредственно уже исследует объект. Но, к сожалению, у нас в Южной Осетии таких специалистов нет. Мы через Министерство юстиции пытались решить этот вопрос в Северной Осетии, но даже по всей Северной Осетии всего лишь один специалист, эксперт-строитель. То есть и у них, даже в Российской Федерации эта проблема, она очень актуальна. Ввиду этого сроки расследования по этим делам, они затягиваются. Касаемо непосредственно лиц, привлеченных к ответственности, у нас есть ряд должностных лиц, которые на сегодняшний день у нас значатся в розыске, в том числе и в международном. И, к сожалению, сейчас говорить пока о том, что они были наказаны, мы не можем, ввиду определенных обстоятельств. То есть это там много причин. Наличие российского гражданства, вы знаете, что Российская Федерация, как и Южная Осетия, своих граждан не выдает для уголовного преследования иностранным государствам. И ряд других нюансов. То есть есть и лица, которые преследуются, и уголовные дела, и суммы ущерба выявлены, и возмещения, соответственно, происходят непосредственно в казну государственного бюджета. Над этим работа ведется, она увеличивается. Касаемо второго вопроса Уголовно-процессуального кодекса. Уголовный процессуальный кодекс с принятием сегодняшнего закона, он новых изменений больше не потребует. То есть все изменения, которые будут происходить в Российской Федерации, они будут у нас применяться автоматически. У меня вопрос конкретно касаемо большого парка. Как мы знаем, это было возбуждено уголовное дело. Уголовный протокол держались, а в уголовном магистрате парка 10 новостей автопозапись. Вроде же на судище, что
Это что бухгалтерство, это полка, это значит, это же неэффективное использование. Ну, по этому уголовному делу ущерб причиненный, он возмещен. Сейчас вот на данном этапе решается вопрос необходимости привлечения подрядной организации, какая организация будет выполнять работы по устранению выявленных недостатков, и, соответственно, парк будет приведен в соответствие. Там деньги есть, они уже возмещены, то есть проштрафившимся, совершившим это деяние, это шербахосту. То есть хожность, ганнакасыч, подрядчикуца определет камермага, ценцаротчестанна, цахобартого качества, восстановит все, что там выявлено. Четко шоудовто, фастемаца бохосто. Ущерб возмещен, а дело в производстве, оно будет направлено, и, соответственно, виновный будет наказан. Олхоттер, прокуратура, фекусом бойдам, что возбудили уголовное дело. Самое легкое, что сделать, это вот вынести постановление и открыть уголовное дело. Самый главный, то уж довести это дело до конца. Мамана дабундаре захту бира уголовное дело, так он до 23 года, 22 года мы дагма. Обуну бунча и вентарчи мана итог ничего са дорт ошейдем яги доклад дарчи никудис то на 23 год. Мана обо ва форстодаттен искашавш уголовное дело тай. Мана грумги такадуна студуна искашен обун конецис результатчиса. Допустим, Дорекс построил. Было 160 миллионов, по-моему, там было. Офта тенгбира громкий такс, ты забыл, авхан, что сумма такая медиа. На уголовник дело такой до 60 фалат, стеюльдар, на долг ящик хоста 60, на всякой ничего не пентундар. Фактически все резонансные дела, которые у нас находились в производстве, в том числе упомянутое дело касаемо руководства Дорексposтрой, оно тоже находится сейчас в стадии завершения. То есть в стадии завершения такого. Фигурант по этому уголовному делу был объявлен в международный розыск, был задержан на территории Российской Федерации, был решен вопрос о его экстрадиции в Южную Осетию, то есть женена его народ тайпы. Но потом вопрос об экстрадиции был им оспорен Верховный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации вопрос об экстрадиции отменил. То есть они отменили экстрадицию и предложили нам, то есть они не выдают своих граждан, ну типа у него гражданство все законное, мы его выдать не можем Южной Осетии. Соответственно, сейчас на данном этапе идут переговоры с нашими коллегами с Российской Федерацией. Он как гражданин Российской Федерации, так и гражданин Южной Осетии. И согласно нашему конституционному закону о гражданстве, Южная Осетия тоже не может выдавать своего гражданина для осуществления уголовного преследования в иностранном государстве. Андрей казус сырастись. То есть мы дело, поскольку он гражданин Южной Осетии, не можем отправить туда для расследования, а Российская Федерация не может отдать его нам, потому что он является гражданином Российской Федерации. Но мы ищем пути выхода, то есть консультируемся с нашими коллегами. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, и, соответственно, либо в Южной Осетии, либо в Российской Федерации это дело найдет свое логическое завершение. Мы полностью поддерживаем ваше мнение касаемо обязательности наказания виновных лиц, совершивших преступления, кем бы они ни были и в какой бы должности, в каком бы статусе они ни находились. Сложный и очень понятный для нас всех вопрос, особенно для жителей республики. Значит, человек, совершивший преступление на территории Республики Южная Осетия, может скрыться в России, правильно? Нет, не может. Он совершил, мы сейчас говорим о преступлениях, которые вы уже возбудили уголовные дела. И они мы знаем, где находятся, где живут, сколько миллионов они украли у народа, народных денег. И дальше что? Вот я не могу понять, дальше что? У нас же с Российской Федерацией огромное количество договоренностей. Неужели мы не можем договориться, что преступник, правильно, который украл народные деньги, находится в Российской Федерации. Неужели мы его не можем экстрадировать и наказать по закону? По законам Республики Южной Осетии, которая опирается на законы Российской Федерации. У нас, конечно, двойное гражданство у всех. А какое оно должно быть еще? Двойное гражданство. Мы все знаем, что граждане Республики Южной Осетии на 99% это граждане Российской Федерации. Но он совершил преступление. Если он совершил преступление, его надо экстрадировать. Есть практика в других государствах. Они экстрадируют своих преступников.
Если он гражданин Южной Осетии, хорошо, если он гражданин Российской Федерации, тогда почему мы его не лишаем гражданства Республики Южной Осетии, если он преступник? Он спокойно живет на территории Российской Федерации, занимается обыденной жизнью и спокойно защищен, что его не экстрадируют в Республику Южной Осетии. И эти дела, правильно, Григорий Гуранович, уже десятки лет, наверное, есть такие. Как с ними дальше быть? У меня вот этот вопрос. Потому что вот сейчас тоже задавали много вопросов. Мы можем эффективно поработать, создать рабочую группу с органами надзорными, в том числе в Российской Федерации, чтобы экстрадировать своих преступников. Ситуация обстоит не совсем так. Я, к сожалению, к этому вопросу не готовился, но по памяти могу сказать, что в случае наличия российского гражданства и отсутствия югославского гражданства, материалы уголовного дела, то есть если они не могут экстрадировать, мы направляем уголовное дело туда. 51 дело, могу ошибаться, потому что точно по цифрам не готовился, но 51 уголовное дело прокуратура Южной Осетии за 3 года, 4 года, наверное, было направлено в Российскую Федерацию. Один простой пример приведу. В Чеченской Республике рассматривалось направленное Южной Осетии уголовное дело в отношении гражданина Чеченской Республики, в свое время допустившего присвоение денежных средств в виде подрядчика. Он был осужден к реальному наказанию, с него взыскано 10 миллионов рублей причиненных ущерба в Южной Осетии. То есть механизм он рабочий. У нас есть договоренность, я в своем докладе отмечал, что мы новое соглашение с Генеральной прокуратурой Российской Федерации подписали в октябре 2023 года. Пару наших ночью соглашения. То есть сейчас у нас со Следственным комитетом есть соглашение, с Генеральной прокуратурой 2 соглашения. Эта работа, она никогда не останавливается, но возникают казусы. То есть, вот сейчас на данном этапе единственный, появился единичный случай, кашер, либо орбитен, либо экстрадировать, либо отправить дело в суд. И это дело тоже не останется просто так, поверьте. Оно найдет свое разрешение, просто мы консультируемся по юридическим нюансам и деталям, чтобы довести до конца непосредственно расследование по этому. Когда сама заговорила о громких делах, я сразу подумал, что кроме Дорекспостроя и кроме Минобороны у нас есть более громкое и более лично для меня важное дело. Это дело Джабиева. И я бы хотел у вас спросить, так как предыдущие депутаты, мы помним, они требовали от генпрокурора и от министра МВД разобраться в кратчайшие сроки. Вопрос у меня такой. Мы установили лиц виновных, которые непосредственно ответственны за произошедшее. Чиляртанаджи розыскаясь, Чиляртанаджис на скамье подсудимых. В данном случае. Рассматривать и в прокуратуру это дело направлено в судебные органы. 1,5 года. И возможно, плюс-минус. Суд рассматривается там 8 фигурантов, 30 томов уголовного дела. О скорости рассмотрения я судить не могу, этот вопрос не ко мне. Генеральный прокурор или работник прокуратуры, там, следователь, кто бы ни был, может ответить на исковое заявление, там, простое заявление, на какой-то иск, не ссылаясь на закон, а ссылаясь на устоявшиеся традиции. Исковое заявление, оно не может быть априори подано прокурору. Это одно. Второе, решить вопрос, прокурор, не ссылаясь на нормы закона, он не может апеллировать к устоям и традициям. Партия, она заявила в прокуратуру о преступлении. Что мы в данном случае сделали? Мы провели доследственную проверку. Привлечение преступления, на которое вы ссылались, оно не может быть совершено по неосторожности. То есть это категория преступлений, где ты должен осознавать, умышленно подойти к этому вопросу и умышленно допустить совершение преступления. Одну секунду, сейчас подождите, почему там указано? Умысел. То есть один мог считать преступление короза. Есть преступления по неосторожности, а есть преступления умышленные.
В своем заявлении вы указывали на совершение преступления, которое относится к категории умышленных преступлений. То есть по неосторожности его сделать нельзя. Уголовно совершенного преступления, тот вопрос, который был поставлен перед прокуратурой, они преступления не совершают. Գեներալուն պրոկուրորը խղդուն դակլադան խոցակտա սարստա պարլամենտը պրոֆիլուն կոմիտետը սարտար բիսատը զիտը։ Əmə բանը սանկուտը ախամ կստը սիստեմը կայ բարակ կənzən, ծովար զոկատը ռոյստը անաման qavaq զինոդ մայыз բարադու ֆատկ ֆիդոր կանեն qıttacı ուեյ։ Спасибо генеральному прокурору за представленный доклад. Считаю, что вы ответили вопросы, даже не входящие за тот период отчетный. Конечно же, в этом докладе не могут быть отражены полностью уголовные дела, которые интересуют моих коллег сегодня и нас всех, наверное. Но хочу отметить, вы позволите мне, да? Но хочу отметить, что я рада, что сегодня мы заслушали этот доклад, мы увидели статистику, динамику, где-то может быть спад преступности. Это означает, над чем нам поработать. В частности, моему комитету я уже начала работу по контролю за реализацией законов, которые приняты были до меня в моем комитете. Считаю это правильным. И вот такого рода доклады дают мне возможность понимать, в какой сфере у нас идет динамика, где надо есть необходимость пересмотреть некоторые законы, где надо принять соответствующие законы. То есть это совместная работа с соответствующим органом. Спасибо вам за работу, Григорий Гурамович. Спасибо председателю Верховного суда за такое взаимодействие. Я поздравляю вас, законы полностью приняты, поэтому вы можете уже, конечно, после подписания, публикования приступать к работе именно в соответствии с этими законами. Գեներալուն պրոկուրորը խղդուն դակլատ վիդար գունդերցիտ պարլամենտը ուագավերդայ։ Դորտարը տագուն պոլիտիկը մխսան պարլամենտուն ախասետվադու պարլամենտուն կոմիտետը ռոխասկա բացրտ ռատիֆիկացի ռոցավենը նսանան։ Սեսի բունֆատ կֆաստակ ֆորս ֆասարն aqտակտի մինիստրոդը պատսախատուն ըմբաստագուն սլուժբա խասչետվադել զակունը պրոյեկտ։ Ջութախսար պարլամենտարի տխուստարտոз դախտա զակունը պրոյեկտը նսանմա։ Суть данного законопроекта в том, что в нашем законе постановляется прохождение госслужащей в системе МИД Южной Осетии. У нас наряду с чисто госслужащими, которые выполняют функции госслужбы, у нас еще есть госслужащие, которые выполняют дипломатические функции. И в основном это касается тех наших заградных учреждений, которые у нас, как вы знаете, находятся в Москве, Приднестровье, Абхазии и в Северной Осетии. У нас есть консульское агентство. Закон о госслужбе предполагает оплату этой категории нашим сотрудникам зарплат в рублях и в валюте. Это у нас прописано в законе о госслужбе, основном законе. Поскольку мы пока в плане валюты, если для наших российских коллег это нормально и устоявшаяся традиция, мы пока это освоить не можем по объективным причинам. Поэтому вынуждены второй раз отложить вступление в силу действия этой статьи. Прошу поддержать. Իմոყասը պարստայ զակունը պրոյեկտի իստարցետ, սեսիդի կախայ վալամ խոս ֆորսետա։ Պարլամենտը սարդար խադիվեք խարիբատը սիրգի, ֆասրան աղոտակտը մինիստր կուստար դոздախտա վարասեի դիրիտուրիլ նիմբաստակտան բազրդ մագասկա, բար ուհդ ամadzուև նոտկուտտոյ կույ էգարուն ռաստակ, ֆալազակա իուոզը ֆաստա դոմեն սնուգայ միգրացիոն խղդրացան, ծամա։ Случаем я хочу задать вопрос Как вы все знали, у нас подписан закон и уже ратифицирован о бессрочном нахождении граждан Южной Осетии на территории Российской Федерации. Все мы сталкиваемся, будем сказать, с проблемой, с моментом таким, что когда мы пересекаем границу Российской Федерации, нам приходится заполнять вот эту миграционную базу. И стоит вопрос, кто-то работает над этим. Сроки пребывания граждан Южной Осетии на территории России не ограничены, но при этом действующим соглашением взаимных безвизовых поездках от 2010 года отмечается, что при нахождении граждан сторон на территории с другой стороны необходимо соблюдать национальное законодательство. Национальное законодательство России говорит о том, что если гражданин любой страны, независимо от того, это Южная Осетия или другая, условно говоря, больше года находится на территории России, он должен оформить разрешение на временное проживание. Это одна сторона вопроса. Насчет миграционной карты, такое исключение Россия представляет только гражданам Беларуси, поскольку у них союзное государство. Поэтому мы пока вынуждены заполнять миграционную карту в том числе. Этот вопрос, о котором идет речь, он возник после подписания договора в 2015 году в Союзе интеграции, где этот момент отражен. После этого договора был этот вопрос проработан и подписан закон в России, где эти ограничения для граждан Южной Осетии снимаются. Но при этом само соглашение, которое является международным договором, имеет наднациональный характер, он действует.
И там эти ограничения, они остаются. Россия Федерации бозырды бендурылма бенотисендер нурматандар кацитасатахы боцавнай. Бондовдысы на цордогл ораныл хизге. До 1 апреля наши граждане должны поменять свои права на российские права. И по нашему мнению, в этом случае мы будем сталкиваться, граждане будут сталкиваться с трудностями. Даже при оформлении временного вуза, при перемещении из Республики Южная Осетия в Российскую Федерацию. Поэтому необходимо проработать. Времени у нас просто мало. У нас уже декабрь. Мы понимаем все, что январь, скажем так, он пролетит быстро. И остается у нас только февраль и март, скажем так. И здесь у нас должно более оперативно все. Мы со своей стороны будем готовить, уже готовим письмо коллегам, чтобы тоже прояснить эту ситуацию как-то. И надо со всех сторон просто к этому подойти. Проект постановления правительства Российской Федерации о проведении экспериментов по промоции прав и условий въезда в Российскую Федерацию и въезда из Российской Федерации. То есть чертежевля, что с июня месяца, 1 июля месяца, граждане Южной Осетии при пересечении границы с Российской Федерацией за 3 дня должны уведомлять там пограничные службы, насколько я знаю, или путем там через госуслуги, или не знаю, каким путем, да, деньги штрафов. Мы же понимаем, если мы столкнемся, в этом веке то есть получается так, ну да, на бум стоит денис, фандемешан, удобно, если вот свободно вообще наш право Россия, за 3 дня мы уведомляем, в этом веке шамай, чтобы в итоге не отложили вот этот вопрос, ну, насколько, максимально насколько у нас с администрацией президента, у нас Российской Федерации были у нас коллеги, насколько там время они нас доверили. Чиня, потому что вопрос, если вы ставим, мы приложим максимум усилий, чем я на ваш вопрос оскорчу. Спасибо, Сергей Иванович. Правильный вопрос, полностью поддерживаем. Более того, значит, ну, вы можете нас вкратце проинформировать, какая сейчас работа ведется вот по этому вопросу? Тип ведомств и по линии администрации президента, там консультации проводятся. Я думаю, что постараемся приложить все усилия, чтобы урегулировать этот вопрос тоже. Я хотел вас попросить сами держать вас в курсе, чтобы вот, ход работы над этим вопросом, если уже будут какие-то реальные намеченные планы я имею в виду в кратчайшей перспективе, с тем, чтобы мы были в курсе, если есть необходимость с нашей стороны подключиться к решению этого вопроса, мы готовы. Парламенте сардоркут бонусанкута умагаска в России Федерации кусагун болцуавге в Россия коллегатимет зерцет оцы форстетл. Зага эмборга ахастров дестуяцы qottog маманевс бовартуе аскутсак каненайдар. Харибата Сергеймо форсы верто архтес хыстыл. Зага тамужнел амалюе кенжетанис разысты тамужнеун тарифтыл. Эмеса продукции лауе. Зага оцы проблема унертеккестер катаяк эме думда юмяктыхта яскутсак канен. Тамужнел это основная жертва тарифтыл. То есть мы и до этого случивали повышение тарифов, и опять мы сталкиваемся вот с этой проблемой. То есть получается, вчера на таможне люди оставили свои продукты, они не были согласны с тем, чтобы платить повышенные ставки. Ну, им кажется, что это повышенные ставки, что до этого они не платили таких ставок, а сейчас они вынуждены опять платить. И в разы цена на растаможку увеличивается в разы. И с одной стороны мы упомянули сейчас, что у нас состоялся разговор с нашими коллегами с администрацией президента, и они тут прямо озвучивали, выражали свое мнение, даже сказать недовольство, что у нас цены тут областные, даже выше, чем в России, в Москве, то есть не что в России, в Москве. И вторым вопросом у нас стоит, как мы видим, там повышение тарифов, налогов. И мне кажется все-таки, что это вот у нас не получится так повышать налоги и тарифы и в то же время снижать рост цен. Один вопрос вытекает из другого, и все-таки мне кажется, я уверен, что нам надо сесть с правительством, те, кто вот решает эти вопросы, те, кто повышает эти ставки, нам надо сесть и прийти к одному. На самом деле, стратегически. Мене не хватає позорно, почнемо я на 80 позорщися. Бог стар, позорно мечет. Елементовні.
Шех 1200 рублей. И кеш, 1200 рублей. Сейчас хотя бы рынку это не все, что мы там говорим. Швейцария 50 или не шехнула. Ой, хорко, 20 рублей. Привозной 10 рублей. Например, 8 бойдон, Краснодор, Столбово, 10 рублей. Там несмен бойдовый, Ростомушко, Расканчевка. Да, химия 20 рублей. То есть, оршидер, не мутим знать. Мог быть только так, квадратина. Da je hodano nikada umorkenista, da imam ilgažu čofta benzine schăstis, prostobuško schăstis, i schăstim em zdar boftun arta dože ke xajoraj rater lostoter. Ma odam na tkhishaj. Da ferozun chodam shana safender ferozun. Nash derma qawm nusku de zay bor odgest ta ya khas minister finansovan da minister ekonomik sa khas astashan ma budget ma shobosho da vihuzu. فلان کوی من کاروزی کم سوخته من فابریکات گویی شیء کوچه دولت کاری خورد فلان نشان چوست افتم به بوق بینوش نیستم و دوم برات خشن مخشن مثل کشه خشن دولت کفندر کشه کوم فی دولت میان برام Манерин предложение джиша маца иннахот маца фахунам ма Симон хосканам. Оштака ш возмущение перевозчикам и нахи таможня форста. То есть мох код республика офтанани нахи тариф. Офтана шама мидама товар лосуй. Ама казагна قولون بازاگون و ورد استفاده изначально дарца наистой, на цей зимотку, туйте хаймия, за то, что уже налогтаку и суше уж обязательство так выполнять, кано это предприниматель. Вот казагна ордам кулосе товар. Вот хомдар я кума продукт кума схаша. Мави мас может быть определенный адам фалагоси растуна шаржите джип там в ноль. Ma umagestke je zoftan barsnu što uše obizodilstvo navodi rukovodstvo RDG. Šama mana herenše nolog 10% trojde tu isen. Havi istojkuju. Dan hasni gledin da rozdatala modu že momentum slutne bojdo. Nolog ta fendersten hoslemena šejkuke to možne namčiren produkte, to jest produkten i procente schisteste 60%. Ma neproduktywny towar taka undantrak, te schisteste 10% ma výrazná sorozde zaraz výrazná disofra. 10% festuj перевозчик, 10% festo taможня, 8% festo налоговые. Фалауи софта на доктор Сорожовта. Уже 8% могу по фесто, когда на некуда схестест, на кому офта схестест. На кому офта кому на мо ушурган кеше контроль кен артада. Антимонопольный комитет или инструктор такой у нас должен быть. Шамеца контроль кен шамей. Кубошам это надо было просто. Идва кубошам могу там не когда. Мене обошуйте кемист. Очередно, кубошам. Баче иронерже орфестней. Иронерже не орфестней. Футбол ферстой шос. Веде генани мене не могу скенот да не деров скенот. Выросла не могу кубошам могу. Веде вот скен могу бетунен деров. То есть кемица питван дофте икенш. Борне Божер дисма, конечно, мог считаю, что там шесороза. На бон спринимал канан отдельный закон о позитивной дискриминации, то есть бенатто шарджета чисто буду наши. Дар хозон скидка роза хауши таможенник вот уже. На шарджета чисто буду на то распространить на них по сути таможенный уже таможенный право. Darvat in discussiite festero hostawt fandun cema iumjogtigte erunof vakanuivak bitsog forstetel. Katzetel imbalance nim bestektamat svidorkanu iu fand iu qode na adam kharzabunan. Națion politică, cultură, religie, ma informațiu farastfadel Parlamentun Komitet Erkas, Respublika Khusar iristun informațiu farastfadel zakone projektma. Komitet Sardariu Kuta Khubeshte Ruslan. Komitet Kusma Khondersedeste Mukharama informațiun Komitet Sardar Qutayt Maria ama Khadi ve Kharibat Maya. Komitet Sardar Kutbanisan Kuta Umagaska Dum davner Kunt Sardogmat Khaw Akhan Baradun Nurmatay Bokhast kanen zakone projekt. Sayraj darta internetun tigdade ama tele radio Khazajet Savak Armajete. Anawag na tradiciu mita Kars kontrol Saudiste Zagonai Zarga. Nabun robotla moch khasam evangelinat duamin fantasamoze shzagonar shidi ist aurdamda. Zagono projekt poshatte kutan parlamenti komitet ervest gonder shidi sozganan organtandar oftamor vester shidi parlament deputatandar ma tezarne kas moch komitet madar. Posh zagono projekt kost hershad shamay nerzagonesh qanjinatay udunay vorskanan
Ema ձելուն ինֆորմացիա ֆարաստը ռեգիստրացիական պրոցեդուրան ֆախզդարքանեմ աբունը դոմենտամե շամե ռոքանա։ Հոֆտամոն զոգունը պրոյեկտ մագեսկը ինֆորմացիոնի ֆազոտը շամե ուդու մոշոյնա ինֆորմացիոնի ֆազոտը պրոպագանդա։ Վի մենուջը շամե խաշեն գործունը յանեմ դուտա յորոսնը նեստոյը վայքաննը պրոպագանդա դեր մոշոնը ինֆորմացիոնի ֆազոտը։ Մորիո Ֆելիքսիչես գոշը Զոգունոպրոյեկտը չգնֆլդեր və կոմիտետը բոստու մը զունգասկուտոչան զոգունոպրոյեկտի մեկեչեիստը Իվժինատը ֆանդը բոխասն բայց շտստամ իմը բոկուսամիտ խեդեր շմայ շդումը կամի շիվժինատը ֆանդը դումը դարբոկուսա մը իմը բոկուսան դորտը Ինֆորմացիոն կոմիտետը սարտոր խութայտը մարիա կոմիտետը կուստարտոz դախտո ինտերնետը գնան թամզագա նրտակա ինֆորմացի խաշտամա փորոխատ գանջետնամած թնգստերու ինտերնет алкодарис телефон талкамадарис фаласы законом хозунайни индове Необходимость внесения изменений в закон о средствах массовой информации эта необходимость она назрела давно и продолжает эта проблема оставаться актуальной по мере того, как информация стала общедоступной и в руках каждого человека превращается в тот продукт, в который этот человек его сам превращает. Грубо говоря, на сегодняшний день мы живем в такое время, когда тот, у кого есть в руках телефон с камерой, уже себя чувствует журналистом или блогером. Но при этом на него не распространяется та ответственность, которая лежит на журналистах. То есть человек может снять любое происходящее событие на улице и выложить это в соцсети. Дальше этот процесс распространения, он уже не контролируем никем. И в то время как журналист аккредитованный, работающий в определенных средствах массовой информации, его закон о СМИ обязывает соблюдать этику, соблюдать достоинство человека, соблюдать согласие того или иного человека, которого снимали на камеру, на распространение, подтверждать информацию в компетентных органах, которые располагают информацией, которые, скажем так, уполномочены эту информацию давать или опровергать. Пока журналист проходит все эти процедуры, простой прохожий все это уже выложил, и дальше СМИ и органы власти вынуждены вдогонку идти этому и либо опровергать, либо отрицать, либо подтверждать. Но это уже, как правило, не имеет, скажем так, да, своего результата, своего эффекта, потому что внизу комментаторы уже все разложили по полочкам, и дальше уже никому не интересно вникать в правду. И таким образом органы власти выступают в роли оправдывающихся, а не доносящих правду, но уже вдогонку. Соответственно, закон о СМИ должен четко регулировать работу и блогеров. И мы видим, как в Российской Федерации сегодня принят закон и ответственность за блогерство, и кого нужно считать блогером, людей с каким количеством подписчиков, там, я не помню, там 10 тысяч, но здесь мы должны исходить из плотности нашего населения и, соответственно, вот это тоже принимать. Это крайне необходимая мера с учетом того, насколько у нас сегодня анонимные каналы или ресурсы в социальных сетях просто бесконтрольно позволяют себе поливать грязью абсолютно всех людей, каждого второго, независимо от занимаемой должности или позиции, или взглядов политических, религиозных. Суть не в этом. Здесь просто вот на кого упало внимание, кто попал под прицел, тот идет под разнос. И в нашем обществе сегодня, где репутация и достоинство человека играют первоначальную, скажем, роль, находятся просто не защищены никак и никем, и ничем. И здесь, наверное, нам нужна будет поддержка правоохранительных органов в том числе. Անանիմոն ինֆորմացիոն ռեսուրսը տնգբիրած դուդուն սախիցան տնգբիրաբորտադատտենց սանեсон эгарыстамайвае мидакогун қауға расайма издахтар. К сожалению, у нас нет конкурирующих средств массовой информации. У нас в основном все средства массовой информации, они государственные, они друг другу лояльны и просто отличаются типом, то есть там печатная периодика, есть электронные СМИ, но между коллегами тоже должна быть солидарность. Есть такая необходимость, которая предусмотрена законом о СМИ, как необходимость ссылки.
гиперссылки ставить. То есть это тоже очень многие игнорируют. В том числе и блогеры берут информацию журналистов, которые отработали эту информацию, пошли в свой выходной или в праздничный день, или в рабочий день, отработали мероприятие, вернулись на работу, распечатали, оформили. Текст прошел редактуру или же видеоматериал. И просто блогер берет это, ставит к себе без гиперссылки. Это есть, скажем так, неуважение к работе коллег, и это предусмотрено законом. Так вот, в законе прописано, что гиперссылка и вообще ссылка на первоисточники информации, она обязательна, но если не ставить гиперссылку, то какое наказание предусматривается там? Этого не указано в законе, насколько если я правильно помню. И вот такие вот много-много таких моментов, ведь если мы вот так сядем и плотно будем работать благодаря вот коллеги вам и комитету, то я думаю, что мы сможем привести это все в должный порядок. Դեպուտատ Գագլույթի մալխաս ֆանդում բախաստա բախաշչինքանն բլոգիրտը ամենն նանացյուն խիմ բարնատ նանացյուն ինտերեստա չի խացսականը ախամ կոմենտարիտա ամար մաջետա ցախկար ախկանույս այ ինֆորմացիոն ресурсте. Аналогичный законизма на самом деле пройдет по действию. Недавно как бы шел где как бы блогер тогда чистый он, где персон что, что информация допустим клевета. Вот я думаю, ответственно. Комитет нормалцан радун работы вензинат тамабонсон куту комитета кустрастаje. Ведун бовдскунд эрцаузст хаст хоза эмауи фаста закон хастерцаузан парламент кустарт маварахай. Na podsachodu zakuntata gurgony syrasny moce forostam dikabreiwed ertens barazrazma. Waldar soviti deputata baradun bendur revertuina nation chimbarnadan. Amana adam tsardogan dukci venzinetta khastavedunan. Ast sivzars parlamentар tarkutu makanin sabunun gutsi ideologi. Bire xalaradunama kusaguna khastata bant sarazın sıxaq bastatime. Warasi federatsiyna strategiyun partneri zakuntatına dima engas kanamna baradun baza. Wi aqas kan engum darama quttagun dar aqası tarazın kanin prosesanna adam خرزبونن. پارلمنت سردار مرخیتالان آرفراکوت تا آست سفزرش دیپوتاتون کورپوسن آتن سانیوک جنبونه ستن و الدای در فتساق بندورچیر ورتاوه دونن. برزون دارخص کوت تا آلکت دیپوتات کستن در خیچن تای. زاگه آدم سیوان کولفتان سودون که دارید درسته آقا. نپادسا خادم بارادون قطا جنر مرازای بیره کستیس. دوم دو ما فتسودن سفنداگ لوام فیدن روخص چارداگمه و می. صابرات بندوری و کنت نتسارد و نه انانی زیناد مستر انتست تلیفتون و امن ریسپوبلیک خرزبونن. زرداو آرفای فستاجه. پارلمنت بونتستان پارلمنت آپارات کورد کوساجه خورزخچه نرسدست پادساخادو خورزختای. پارلمنت سردار مرغیتالان آتسچه میسیسه خست کوتا یکوسن کابینیده. شترخستنلی موش خس نبوش سوای سد برزون دیل خسن هیامون نشترک شورار فکنت видно именно аппарат парламента, безусловно, в самые тяжелые времена ни на день не оставляя свою службу. Работал Кавабунчикуса, наверное, изахен, мезунут. Ненен бонтещерим негей поддельности Пендерниша в своей работе. Я как председатель, депутаты, все без исключения рассчитывают на вашу поддержку и уверены, что эта поддержка она будет всегда. Федебастион хастефентас азуалахис бонецетам майдана как байсте парламент аппарат кухтареканеч хадивек сивкателяна секретариат управления хистергабарат зема контролун барадон управления сардар остат дина кадрт управления сардар кумаритат алла قطاگون управления юхатун пропускта хаяд сардар хут Оксана ама оргтехника цалцаджи инженер Валете Владимир. Большое спасибо руководству республики, главе республики Алану Эдуардовичу Габоеву, спикеру парламента Алану Таймуразовичу Марьеву за то, что так высоко оценили наш труд. И будем работать впредь еще лучше во благо нашей республики. Parlament Serdar Marghita Alamma qarmud ovare parlament ertins barazı bunisidan ar farakut aparatma deputatun korpusandar.